Друзья, приехали с Краснодара, захожу домой. Софишка 2 дня подряд звонила, плакала. Мамочка, когда вы приедете? Купила много подарков, и ей, и девочкам, всем в класс. И какой-то подарок для меня она приготовила. Софишка! Привет, моя холёсенькая. Дашоник, Дашоник. Ты, мамочка, соскучилась? Да. А что это такое? А ты маме обещала подарочек какой-то. А ну-ка, я Людечкам всю дорогу говорила, что какие-то подарочки. Сейчас, секунду. Давай-ка посмотрим. А ну-ка. Молодой Анжел? Ложишь на стол, покажешь Людечкам, что это. Людечка, это Софишка мне на 8 марта. Меня же дома не было. Она мне, ой, какой красивый. А ты ж поздоровайся, Людечка. Всем... Людочки, всем привет. И поздравь Людечек тоже с праздником, с 8 марта. Людочки, всем с праздником 8 марта. Это тут долго пролежалось. Ой, держи вот так ровно, держи. Так, а ну-ка ручку убери верхнюю, чуть-чуть ручку убери, вот ту. 8 марта, любимой маме. Хорошо? Счастье, как бабочка, за ним не нужно гоняться. Оно само прилетит и тихо сядет тебе на плечо. Мелхозён. Ой, Софишка, спасибо тебе большое. Большое спасибо, мне очень приятно. Я так ждала приехать домой поскорее и увидеть подарочек. Закрывайте двери. Увидеть подарок. Ну, а теперь, я так думаю, моя очередь. Да, давай. Давай. А ты садик купила? Конечно, всем купила я подарочки. Вообще всем при всех? Угу. Девочкам, ты же девочка? Это тебе одной только, с длинной косой. Такая Барби. А это Видишь? все большое кому? Кому захочешь, тому и дашь. Ну, помоги открыть, достать. Я тоже хочу еще тебе много. Это, глянь, сколько много. Но так у нас столько. Так там еще ряд внизу есть. Второй ряд, Анжела, подходит. Их там всего 12 штук. Мысли? Еще внизу ряд. Смотри, сколько. Я всем девочкам. Кому захочешь, всем будешь дарить. Видишь? Я ж ты ж сказала, мам, и девочкам, и подружкам. Всем. Ты ж их разных положи красиво. Видишь, я всем привязала. Чтобы все девочки были рады. Вот эти все мои будут, а вот эти все другие. Ну, как хочешь, Софишка. Я тебе купила? Это сердечко. Софиш, я тебе купила, а ты кому считаешь нужным, тому и подари. Как ты считаешь А нужным? можно еще? А еще что-то есть? Тут я, может, торговать ними даже. Да, торгую, торговля. И простая коробочка. Я думаю, это дом купила. А дом мы тебе на день рождения, большой-большой купим дом на день рождения. Ну, смотри, ты рада куколкам? Да. Дай-ка посчитай сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давай, считай. 1. 1, 2, Аккуратно ложись, видишь, вот так аккуратно. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Не, подожди, я там все. 10, 11 и 12 и 13. Это Софишкина. Она такая. Мам, спасибо! Пожалуйста, моя золотая. Я спросила там, говорю, мне для Софи, видишь, какие у нее волосы длинные? Это Барби. Да, эти. Но я хочу, знаешь, какую? А, у них у всех длинные. Да. Я правда не видела, что у всех длинные, честно. Ну все же хотели с длинными. Видишь, что то и другие? Да, вот это посмотри. Ну, наверное, им нужно всем имена дать, как думаешь? Соня, Амина, ну это Милана Угу. Ну хорошо, подумай, не спеши. и Малика, Има, Анжела, Викхан, Киса. Нет, девочки ж не бывают, мальчики ж не бывают куклами. Нужно, чтобы... Киса, Анжела,
Даша, Гая. Нет, бегаешь, мы цагал. Хажарок самодук. Ма, откуда у вас деньги хватило? Ну, мы же хотели тебе приятно сделать. Ты рада? А почему одинаковые сережки та же? Ну, можешь одеть им другие. Ну, у меня же больше нету. Софичка, найдешь. А что ты мне мама такие? Тут два такие. Ну, девочкам подаришь садику. Ты Ты что? что, перепутала с ними? Не, ну это же упаковка готовая. Сердечко. Софиш, это же упаковки, они все были готовые. Я же тогда сама их не ложила. Они так продавались уже, готовые. Вот тут два сердечка. Разные цвета, видишь? Ну, подаришь А где девочке. же мне ботики? Ну, это надо купить. Друзья, ну вот мы и дома. Поставила цветочки, правда. Сколько мы ехали, вот они в день 8 марта подарили. Какая жара была, положили в машину. Это их сразу, если бы водичку поставить, было бы хорошо. И вот 8 марта в ту ночь мы лишь вечером выехали на Чечню. На полдороги уже мы ехать не могли, уже супруг устал очень. Еще там стояли камазисты по дороге, ну, ребята, с которыми он работает. Он тоже там останавливался. То ли кто-то из них поломался. Ну, что-то они там лазили около машины. В общем, мы устали, мы приехали в Невинку. Это было где-то около 4 утра. И представьте, мы уже никакие. И опять-таки просто еле-еле нашли гостинку, одну комнату просто в гостинице. Ну, в 4 ночи, да, кого-то где будешь искать. Ну, слава богу, там круглосуточно было. Значит, мы опять пошли туда спать, и положила я в багажник цветочки, чтобы они как бы, ну, на прохладе, как, ну, чтобы с утра солнце на них не светило. В багажник положила цветочки. И целый день потом мы проснулись где-то в 9 часов, позавтракали и поехали на рынок на оптовый. Целый день закупали товар. И вот только сейчас вечером мы приехали. Представьте, сколько они бедные находились без воды. Это вот от Ангелины и Виталика подарок 8 марта, а это от Ивана. Канал «Это я». Очень приятно. В этот день в Краснодаре именно эти мимозы цветы и желтые тюльпаны красные. Просто весь Краснодар, мне кажется, был засыпан этими цветами. Это было так приятно смотреть. Прекрасная погода, все люди идут. Везде цветы продаются, с букетами идут. Это очень приятно. Большое спасибо от души. Вот смотрите, тюльпанчик еще с зеленым. От души приятно, конечно, спасибо большое. Это, знаете, не обязательно там дарить какие-то там шикарные букеты. В день 8 марта любой подарочек, он кажется таким, знаете, приятным вообще. До слез от души приятно. Ну, ребята сказали, приедут к нам в гости, мы пригласили. Вот, хорошие ребята такие, знаете, вообще очень простые. Что Ангелина, что Виталик, что Иван. Простые люди, просто простые люди. Запах какой. И ехали, а в машине прям запах от них стоял. Красивые очень цветочки. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Мама, ты давай же мои Красиво. тюльпаны. Да, это Софишки подарили, тюльпаны Софишки подарили, а потом сказали, и это пускай будет Софишки. Да, они сказали, это все мы дарим для Софишки. Они так и передали. Откуда они меня Спасибо знают? большое, ребята, от души приятно. Девочки, тоже еще получила посылку от зрительницы. Меня не было дома, мы за товаром ездили, и пришла посылка. Вот. Покажу, а то Софишка хочет таскать конфетки. Хочется достать, показать. Вот такие конфеты она отправила, разные. Сейчас покажу. Как-то она увидела видео, где мы делаем вот эти вот манты там разные. И она говорит, киса, у нас продается ореховая трава, я тебе вышлю траву. Вот. И, ну, это, специи она выслала, и вот такие сладости тоже. Вот. Дальше тут, что? Тут пахнет так, скорее всего, это и есть специи. Вот. Донбасский чай горный, мята, зверобой, чабрец,
лист малины, иван-чай, шалфей, барбарис, лист черники. Короче, здесь все травы в одном мешочке. Донбайский горный чай написано. Успокаивает нервы, укрепляет иммунитет. О, спасибо большое. Это то, что надо. То, что врач приписал. Вот это, скорее всего, и есть. Это ореховая трава, мне кажется. Запах такой хороший идет. Вот тоже приправа. Но нужно будет ей отправить фото и спросить, что есть что. Ну, пахнет, друзья, запах вообще очень хороший. Аромат вообще такие прям вкусные. Прям не передать, какой хороший запах. Вот это ореховая трава, мне кажется, скорее всего, если я не ошибаюсь. Чаек заварим обязательно. Спасибо большое, Светлана, по-моему, если не ошибаюсь. Большое-большое спасибо. Татьяна. Татьяна у нас с Карачаева-Черкесии прислала. Город Усть-Джегута, Черкесия. Спасибо большое. Очень хорошие травы, специи, чай, конфеты. За все большое. Что Софишка таскает с утра, я говорю, дай хоть показать, обзор сделать, потом будешь кушать. Большое-большое спасибо вам. Хороший аромат, очень хорошие травы, чай. Большое спасибо. Давай, ляг. Смотри, тебе что принесли. Кто это? Это что, заяц настоящий? Смотрите, какой зайчик, да? Представь, ты же просила на день рождения настоящего зайчика. Теперь он тебя ест. Ты будешь его кормить? Да. Ну, она там знает, для нее... Я знаю, кто Кролики это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического мяса. Исхан тихо говорит, это не заяц, это кролик. Я говорю, ей зачем эта информация? Так, как назовем его? А? никак. Пусть будет просто. Ой, смотри, может он уже кушать хочет? Чем ты собираешься его кормить? А что у нас есть? У нас Морковка. морковочку нужно дать ему, да? Да, иди принеси морковку. Морковку, мама, принеси. Сейчас Анжела принесет. Надо принеси. Папа, дай. Он не убежит? Не убежит. Дай мне его. Так завтра, значит, ему домик нужно сделать, получается. А? Давай сюда. Подавится его. А его, ну, он сейчас нам принесет, ляг. Ты смотри, чтобы он не убежал же. Почисти. Ну, целый такой кусок, у нас кусочек это. Ничего себе, тут сзади подавится. Вот свою вариацию. Тонкую полосочку отрежь просто. Девочки, оказывается, снимала на Анжелу телефон. Думаю, что-то не то. Ну ничего, Анжела занесет себе вон. Софишка, скажи, пожалуйста, людичкам всем привет. Всем привет. У Софишки папа заболел, да? Софишка лечит папе, лекарства относит, все. Ой, заболел. Ну-ка, сколько бедный навозился с этой машиной. Я пойду ему таблетку туда, которая лела. У нас еще, знаете, он мне только по дороге признался, когда ехали назад. Оказывается, у него машина еще и загорелась. Она у него там что-то не заводилась, и он там как-то ее хотел согреть, что там как бахнуло внутри. В общем, у нас эта дорога была просто, ой, просто, друзья, я не знаю. Все раз по дороге ехали туда, представьте, выехали по дороге, а там метет всю дорогу как раз. Идет мокрый снег, то есть, да, мокрый снег, и мороз, и сразу льдом берется стекло лобовое, что вообще не видно, куда мы едем, совершенно не видно, куда мы едем. Это я просто не знаю, это просто какой-то ужас. Мы намучились, мы наверное, ехали туда
часов 6-7, а то и больше. Хотя мы можем за 2-3 часа доехать, но очень долго ехали. Каждые 5 минут останавливался, он протирал, поливал с бутылки, и потом он вытирал. Еще эти дождевики не работали. Вот, еле-еле доехали. Утром проснулись, машина не заводится, аккумулятор не работает, и там что-то еще не... В общем, вначале ж не понял, в чем дело. Машина, ну, не так давно у нас все равно. Машина долго стояла, не работала. Любая машина, конечно, нужно ее там где-то посмотреть, подремонтировать. Ну, в общем, первый день провозился целый день с ней. Второй день, то есть мы приехали, второй день провозился. Потом уже на другой день, типа, смело выходим, едем закупать, все. Какой там? Пораньше встали, не заводится опять. Не заводится, и все. Еще этих вызвали, транспортная, вот эта компания такая специальная есть, прикурить называется, что машину другую вызывают, от нее заводят другую машину. В общем, это вызвали, ничего не помогает. Машина на газу, завестись на газу не может, все замерзло. А на бензин, как перейти или что там он вообще есть, он этого не знал. В общем, он, бедный, эти 3 дня до такой степени там намучился, намерзся, и я с ним стояла рядом. Потом уже он говорит: да что ты будешь стоять, иди, ты же все равно не ремонтируешь. А мне жалко одного оставить. Ну, в общем, вот так вот. Друзья, вот такие вот дела. Поэтому товар весь привезли, заказывайте, все есть в наличии. Светофоры у нас по 2000. Пока что цены поднялись, уже страшно, говорят. В следующий раз завоз по какой цене будет, я не знаю, девочки. Пока что я купила по тем ценам, что и раньше. Вот такие вот дела. Никого не слушайте. Что бы ни говорили. Я говорю, Ольга, Уралка, которую я посылку отправляла, женщине сделали вторую группу по состоянию здоровья, но я еще не смотрела. Мне просто вышли в ролик такие хейтерские каналы. Это ужас, Господи ты, Боже мой, это ужас. Как вот это вот землетрясение и все, что происходит, это из-за этих людей. Это из-за них, они гневают эту землю. Они гневят страшно все вокруг. Нет, когда такое в мире происходит, когда люди под завалами лежат. Вчера я смотрела, детки маленькие, сколько детей отправили, которых, младенцев, которым неделю, месяц, их нашли. Представьте, живых, а родителей нет. И, возможно, эти детки остались сиротами. Как можно гадости писать? Да Аллах вас накажет. Ваши речи, вот запомните, мне одна женщина очень хорошая моя из подписчиц, она говорит: Киса, я не знаю, вот у меня в жизни так устроено, если кто человек мне плохо сделал, рано или поздно его Бог наказывает. Вот не знаю, я этого не желаю, но он наказывает. Я недавно нарвалась на этих твоих хейтеров. Это, Киса, это просто больные люди. А вот посмотришь. А ты просто скажи: ваши речи вам на плечи. Ваши речи вам на плечи. И посмотришь. Пусть пройдет время. И я теперь только это говорю. Ваши речи вам же на плечи. Ваши речи вам же на плечи. Это что только не несут. Что только не несут, что прокручиваю деньги, что забираю у людей, отправляю. Так а кому это все я привожу? Каждый раз сколько товара привожу? Для кого это все? Где логика? Люди, которые просто послушали их, поверили, или они сами, когда это говорят. Для кого? Вот этих ящиков 10 штук. Только светофоров. Да какой там 10? И сколько упаковки, Анжел? 12. 10 штук. Это Мосхауса всего. Этих коробочков, сколько получается? 12 коробок на это умножь. Анжела, как всегда, на своей волне. Я имею в виду столько товара, девочки, это, я не знаю, на огромную сумму привезла товара. Для кого это? Скажите, для кого я это все привожу? Себе любоваться всем этим? Не должна быть логика у людей, когда показывают, сколько посылок отправляю, кому я их отправляю. Но это все ерунда, это все мелочи. Я говорю, ну вот эту Ольгу я нашла. Я там периодически могу там где-то быть резкой и так далее. Ладно, я уже, даже если за себя ничего не говорю, ладно уже, я уже привыкла. Но эта женщина, она же такая милая, приятная женщина. Какой там у нее характер? Мы все не ангелы. Но она все время сдержанная, приветливая, спокойная. Как можно нести эти гадости со всего мира? Вы люди или кто вы вообще? Кто вы? Из-за этого землетрясения.
Из-за этого все беды, потому что Аллах не может больше всего этого терпеть. Из-за этого всего, потому что такие проклятия посылают. За что? Люди под руинами лежат, завалили. Вы лишились всего. Президент страны плачет на взрыв. Мужчина, какая беда? Что же вы творите? Да неужели вы думаете, Аллах до вас не дойдет, а? Неужели вы думаете, вас он не накажет за ваши языки, а? Ну как же так, а? Очнитесь. Нельзя так. Нельзя так поступать, народ. Вы что? А то, ну я же говорю, я уже за себя ничего не говорю. Но просто на эту женщину какой бред несут. Я вот по дороге ехала, чуть-чуть зашла, мне плохо стало просто. Просто мне стало плохо. Это ужас. Ваши же речи вам на плечи. Все, что вы говорите, ваши речи. За все. За обман, за воровство. Все это пускай сделает Аллах, чтобы это все к вам вернулось. Я об этом молю Аллаха. Ваши речи вам на плечи. Вот тут проклятия нет, просто это говорится. То, что вы говорите про меня, пусть это на ваши плечи падает. Пусть Аллах разберется, кто из нас прав, а кто виноват. Кто врет, а кто говорит правду. Смотрите, девочки, какие красивые. Ну, цены, сказали, будут добавлять. Мне жалко вообще. В Турции уже, говорят, возросли цены намного. Вот это сейчас, что привезла посуду, пока что она по той цене, вот из этой серии. Пока что она по этой цене, а там что будет, я не знаю, я не знаю. Мы сегодня собираем посылки, и завтра будем собирать. И завтра же в ночь выезжаем опять за товаром, потому что я уже оплатила, нужно привезти, потому что очень сильно поднимутся цены. Прям очень сильно поднимутся цены. Чтобы успеть закупить еще, если еще успеем. Это тоже вопрос такой. Девочки, ну и такие вот кофеечек тоже. Очень красивая. Тоже упаковка. Кто хочет, может взять упаковку. Может, кому надо дома именно целая упаковка. Пользоваться. Качество, девочки, бомба. Реально, реально очень-очень хорошее качество. Мягенькие-мягкие. Настолько они водичку. В них ними можно и уборку делать, и на кухне там руки вытирать. Как для рук, для семьи пользоваться. Это вообще на кухне вот там. Представьте, как они будут красиво себя чувствовать. Пожалуйста. Кофеечек. Мягенькие-мягенькие. Вот посмотрите. Вот как вам еще, я не знаю. Представляю, киса не может делать обзор. Ну как еще, я не знаю. Я уже стараюсь все прям... Я этот телефон, такую сумму за него дала ради того, чтобы вы были довольны, чтобы вы увидели как можно лучше расцветки, чтобы вы как будто пощупали вместе со мной вот это качество. Куда еще яснее. Мне кажется, как я душу вкладываю в обзоры, так никто не показывает. Сколько уже пересмотрела этих блогеров, правда. Никому ничего не хочу сказать. Девчонки все молодцы, но я вообще вкладываю душу вот во все это настолько, что я не знаю, куда еще больше. Девочки, посмотрите, вот так вот выглядят фартушки, чтобы вам было так видно. Кофеек, фартушек и полотенечко кофе. Как это красиво смотрится. Стразики есть, обратите внимание. Вот такая вот красивая окантовочка. Рюшечки. Книжечка. Вот такие фартушки. К 8 марта на подарочки. Отличная вещь. Анжелика с лимончиками себе оставила. А что ты не оставила себе кофеечек и вот полотенчики, кофеечек? Ну, точно согласилась, полотенчик. Все правильно. Ты же согласилась, говорю, все правильно. Девочки, вот такие вот полотенчики. Так, Анжелика, скажи мне сейчас точное время. Девочки, у нас продолжается обзор. Вот такие вот полотенчики. А? Покажи на время. Сюда телефончик. Угу. Ну, я надеюсь, сейчас опять мы спать ляжем. Пусть они лягут. Ну, вот так вот это смотрится в упаковочке. Это у нас, девочки, руки, но они довольно-таки длинные. Можно даже и лицо вытирать, пользоваться. Лицо, руки как бы, ну как-то так. Вот. Это в сложенном виде, но просто я хотела показать его именно вот длину.
как бы, да, достаточно такие, можно лицо вытереть, почему бы и нет. Вот. Хорошенькие такие, знаете, прям хорошее качество очень. Упаковочка классно смотрится, обратите внимание. Я сейчас общаюсь с подписчицей с Израиля. Она собирается сделать заказ. Она говорит, киса, я землячкой жила в Грозном. Вот. Ей так они понравились. Вот раньше в Грозном вот такие были. Прям такое, говорит, воспоминания вообще. Ну, это, девочки, хлопок стопроцентный. Стопроцентный хлопок, чтобы вы имели в виду. Так, девчульки, красотульки, вот такие вот нежные, красивые полотенца. Вот так вот выглядит упаковка, которая стоит 2000. Вот, смотрите. Такие. Это, вот эти именно полотенца, они идут, знаете как? Не знаете. Сейчас я вам скажу. Значит, сверху у нас идет велюр, а с этой стороны махра. Понятно? Вот такие вот полотенчики. Здесь вот велюр, а здесь махра. То есть двухсторонние. Ну, знаете, сказать, что это шикардос, я не хочу. Потому что, ну, не хочу. Вообще хочу забыть про это слово. Но меня бесит, что я его от кого-то прицепила себе. Я раньше не говорила. Теперь часто называю. Это меня раздражает. Хочу забыть. Слово паразит. Прекрасные красавицы полотенца. Такие розочки выбитые, красивые. Обратите внимание. Очень качественно, очень хорошего качества полотенчики, которые прослужат вам очень долго, будут вас радовать, вас и вашу семью. Отличная вещь на подарочек. Ну вот как-то вот так вот. Посмотрите, какая красота. Просто посмотрите. Вот так вот упаковочка стоит 2000. Очень красивые. И такие все цвета, знаете, прям нежные. Всего 3 цвета присутствует. Вот 3. Но они все, каждый по-своему нежный. Вот так вот. А вот так вот, девочка, да? Девочки, упаковка. Я их не сделала. Они в упаковке как? Два таких цвета подряд. А я вот как радуга сделала. Смотрите, как красиво так смотрится, правда? Вот представьте, если это где-то лежат они вот в таком виде, постиранные, да? Как вот они красиво будут смотреться в шифонерчике, да? Или на полочке, вот, например, отстиральная. У нас, например, полотенца все в ванной. И вот на полочке. Особенно я вот мечтаю, когда переедем в новый дом. Там же у меня будет ванная мебель. И вот как они красиво будут у меня сложены вот так вот, да? Пахнуть будет такая чистенькая ванна. Иншаллах. Живой далас диссанаксан. Так, все, дети, относите. Девочки, ну и серия вот таких вот полотенец. Вот такая вот красота. В полосочку полотенчики. Их тоже 12 штук. Но эти вообще смело можно использовать и для лица, и для рук. Потому что они прям капитально большие. Даже вот посмотри на них. Да. Прям вот капитально, знаете, такие прям. И качество очень хорошее. Прям такие мягенькие, очень-очень такие хорошенькие полотенца, которые прослужат вам очень долгое время. Реально говорю. Вообще, еще раз повторяю, снова и снова, что плохой товар я не привожу. Я стараюсь все из лучшего, самое лучшее. Нет, не самое дорогое, потому что я ж с таким расчетом, что у меня люди... Ну, люди сейчас всем не хватает, всем сейчас тяжело, хочется всем чего-то хорошенького и подешевле, правильно? Если я привезу полотенце по 5-6 тысяч одно полотенце, ну, кто у меня будет его покупать, правильно? Ну, вот их 12 штук упаковки, этих полотенец, они тоже стоят 2000. 2. Вот такая вот красота, девочки. Посмотрите, девочки, какая красивая. Посмотрите, машалла. Просто чудо. Чудо из чудес. Девочки, эти наборы... Я буду озвучивать суммы, потому что вы... Да, вы правильно говорите, сразу, чтобы мы вас, киса, не мучали. Все это вы мне говорите, поэтому я вам сейчас говорю. Эти все наборы 8 800, да?
8800, да? Ну-ка, посмотри в квитанции. Ага. В квитанцию, дай мне сюда, посмотри. 8800 или 8900? 8800. Девочки, все кастрюли по 8800. Это вообще оригинал. Это кастрюли просто бомба. Просто реально вам говорю. Отличное качество. Также их 5 кастрюлек в наборе. Шикарное качество. Можно же... Почему вы не заносите монтоварки? Под цвет монтоварка есть. Чайник. Кого вы ждете? Чайник. Каких чудес вы ждете? Ждем команду. С команды, правильно. Вот, Жо, ты заметила, что ручки удобнее? Ты не заметила? Здесь ручки. Еще на наших кастрюлях. А достань, пожалуйста, наши кастрюли. Так, вот идет распасовка чайничка, да, Анжелика нам показывает. Нет, Анжелика, открой нам, пожалуйста, вот этот чайничек. Ну, белый? Да, нам нужно под цвет. А? Синий? На пол пока ставишь. Монтоварку под цвет несем сюда. Ящик, да, монтоварку под цвет. Опускай. Значит, девочки, вот такие вот комплекты. Ложки, вилки. Здесь, значит, смотрите, здесь идут они с ножами. Есть наборы, которые идут без ножей, они дешевле чуть. Есть, которые идут с ножами. Оу. Оу. Девочки, я извиняюсь, я неправильно сказала. Я сказала, что здесь ножи. Да, есть наборы, которые идут с ножами. Их, допустим, на 6 персон, да? 6 ложек, 6 вилок, 6 ножей. Вот эти приборы, здесь они идут без ножей, но они на 12 персон. Понимаете? На 12 персон. Поэтому эти банки большие. Это идет на 12 персон. Они у нас в данный момент 4500. Вот на 12 персон. Это очень хорошая цена. Очень хорошая цена. Они на 12 персон по 4500. Цвета разные. Дальше. Кастрюли. Вот. Набор кастрюли вот эти. Эти кастрюли у нас выходят на 8800. Дальше. Монтоварка у нас идет. Монтоварка у нас стоит 6000. Дальше. Чайник у нас стоит 2500. Под цвет. Все. Вот, пожалуйста, чайник. Тоже Анжела. Анжела себе снимает. Показать, что вот это тоже Star. Все одной фирмы. Супер класс. Вообще супер-пупер. Просто. Реально говорю вам, девочки. Реально. Это марка номер 1. И красивая посуда. Даже, хочу, чтобы вы обратили внимание, даже монтоварку вы можете использовать как и кастрюлю. То есть здесь вот один слой идет, да? Вот идет второй слой. Вот идет третий слой. Вот идет четвертый слой. Здесь можно и хлебушек парить, и все. Дальше нижняя... Погоди, стоп, стоп. Нижняя часть кастрюли, вот она, да? То есть монтоварки, извиняюсь. Ее можно использовать как кастрюлю. Обратите внимание, это очень-очень важно. То есть 2 в 1, да? Можете убрать эти листы от монтоварки. Поставь сюда крышку на место. Можете использовать как кастрюлю. Плов приготовить, там, жаркое и так далее, и так далее. Реально очень хороший набор. Турция. Это новый товар, который я привезла. Он впервые у меня в наличии. Я очень довольна. И даже нам с Анжелой нравится больше, нежели чем мы себе, да, ставили, Анжел? Ручки лучше намного даже. Ручки вот удобные. Что я хочу сказать? Ручки не нагреваются. При использовании этой посуды, ручки вот по краям, которые идут, обратите внимание, они не нагреваются, что очень хорошо. Не нужно использовать какие-то там. Подай, пожалуйста, это набор сюда. А, кстати, девочки, ну, в общем, у нас начинается обзор. Вот такая шикарная посуда. Я привезла в этот раз. Это самое лучшее, что сейчас вообще есть. Тренд. Это старт. Это старт. Вот такая вот красивая идет упаковка. Отлично на подарок. Отлично. Брать, отправить. Отлично. В общем, здесь написаны все литражи. Все рассказано, все показано. Обратите внимание. Вот.
Вот такая удобная, красивая упаковочка. Посмотрите, новинка. Это самое лучшее чудо из чудес, которое может быть в принципе. Девочки, обратите внимание, что под цвет мы можем подобрать вот такие вот вещички кухонные. Очень хорошая вещь в том плане, что вот эта штука, она очень хорошая. Там готовите, что вы готовите, да, например, раз там помешали, да, поставили, все это тут, никаких тарелочек не надо. А. Ага. Для него сумярю, специальный умью для крышек. Кстати, да, хорошо, что напомнила. Там продаются вот такие вот, как полочки стоят на ножке. И именно крышки, чтобы не терялись. Там бывает, кастрюлю, крышку ищешь. Все кастрюли есть, крышки не хватает. Специально вот так вот в ряд ставят кружечки специально. Качество, правда, очень хорошее, девчонки. Начнем с того, что это Турция, это все, ну, в принципе, там не может быть плохой посуды. Быть этого не может. Стар, у меня вообще другое название, ОМС, Парем и так далее, Эврен. Это все один огромный завод. Просто выходят новинки, да, с каждым разом какие-то новинки. Вот сейчас это вот, пожалуйста, вот Стар, видите, новинка, все это круто, с ручками, взять легко. И что я хочу сказать, цены. Обратите внимание, цены мы пересмотрели документацию. Цены на все сейчас идут скидки. Набор кастрюли 8500. 8500 набор кастрюлей, 6000 монтоварка. 2500 чайник трехлитровый. Вот цены, чтобы вы не говорили потом, что я не называю цены. Вот эта вещь, в ней больше предметов, чем в обычном стакане. Вот эта вещь стоит 3500. Она с вот этой штучкой сразу вот взять и так далее. Вот это то же самое. Здесь на 12 персон, девочки, есть. На 6 персон с ножами. Это без ножей, но здесь на 12 персон. Все, это понятно, да? Дальше идем, убираем эту посуду. Теперь у нас другой вариант. И новый, заодно показываем скатерть тоже. Девочки, ну, все были против. Никто не хотел, чтобы я эту посуду доставала. Уже, говорит, мы как-то недавно обзор делали, но мне вот именно хотелось. Я вот на это дело никогда не ленюсь. Я хочу, чтобы все увидели все вместе. Я хочу, чтобы люди, которые брали посуду, представьте, сколько нам все это... Ой, я чуть не упала, Анжелка. Сколько нам все это собирать, мама моя дорогая, мама моя дорогая. Анжела, а такие чайнички, по-моему, маленькие были. Он не приносил Висхан? Зеленый Висхан? Или нет у нас? С УМС тоже, чтобы показать. Вот, значит, это... Вот этот сервис, он идет... В том доме нету, вот как этот чайник, только маленький. Из той серии зеленых УМСов. Он идет у нас из... Ну, на 6 персон, да, скажем так. Здесь... Да, здесь, ну вот у нас, в нашем, который мы покупали белый, они вот немножко все равно по-разному у них бывает, ну, внутри все. У нас такой большой тарелки. Разве есть у нас такая большая тарелка, Анжел? Сейчас придет она. У нас такой большого, прям огромного блюда, по-моему, у нас нету, да? Чайник мы покупали отдельно. Вот такой чайничек мы покупали отдельно. Вот. То есть у кого кто будет брать, может, кто захочет вот все зеленое взять под цвет, да, то маленький брать чайник и не нужно. Вот этот есть, и все. И очень даже хорошо. Дальше у нас 6 блюд под первое. Это вот под первое. 6 штук таких у нас, да. 6 вот таких вот сервировочные тарелочки. Вот сюда, как обычно, приносят, да, там еду. Да, вот так вот. 6 вот таких под второе тарелочки. 6 штук. Очень хорошее качество, девочки. Мы пользуемся, я вам покажу. 6 вот таких блюдец, 6 кружечек. Да, вот таких 2. Вот таких вот 2. А вот тоже там нарезку можно положить, что-нибудь там, фрукты,
мясные, рулеты, рыбу. И здесь вот такая же, но я сюда, у меня тут пока пиалочки. Их таких 2. Вот такие вот маленькие пиалки. Их тоже 6 штук. Я просто очень хотела, он же говорит, мам, мы уже обзор делали на такую посуду. Я говорю, ну это была просто посуда. А я вот хочу, чтобы люди увидели зеленое, чтобы человек, может, захотел все взять вот под цвет. Да, также вот эти вот ложки. Все вот здесь вот оно, да, и оно все, ну, это классно. Все под цвет, когда, нету? Девочки, ну, завершаем обзор уже, можно сказать. Итак. Хотя еще не полностью. Анжел, я боюсь, чтобы эти кастрюли не попадали. Они крышки танцуют. Говори, если ты не заговариваешь. Сколько у нас сейчас время? Точно мне, пожалуйста. Так, без 25. Без 25 утра. Начинали мы еще днем, да? До обеда даже. Да, ну, что переливать, Ну просто у нас, понимаете, у нас гости были сегодня. Это Висхану друзья, и к супругу друзья приходили, и рабочие. У нас очень за день бывает много гостей. У нас не получается так, чтобы мы что-то начали делать, и чтобы это не прервалось. Поэтому я же говорю еще раз. Люди, которые удивляются, что там, например, сравнивают меня и Хадижу. Вот, у нас на мне большой объем всего, понимаете? Если бы я жила где-то там с мамой в квартире, с детьми, да, с 2 маленькими, мне бы было проще. А на мне много всего. У меня у детей есть свои друзья, у супруга друзья. К свекрови приходят ее подруги. Наши родственники приезжают. Вот все это движение так постоянно бурлит вот эта жизнь. И тут еще мои обзоры, тут еще рабочие и так далее, и так далее. Поэтому старайтесь меня понять правильно. Девочки, мы делали обзор и нечаянно достали мантоварку с той серии. Вот она, Висхан, поставь, пожалуйста, ее сюда, рядом, чтобы я показала различие какое. Ага. И свет выключи мне здесь, без света лучше. Вот смотрите, девочки, ну вот фиолетовый к нему можно. Сейчас, девочки, ну вот смотрите, скатерть я показывала, потом пошла софишку укладывать. И так, время прошло у меня. Смотрите, ну уже все тут на столе. Я хочу сказать, что это тоже вот немножко уже другой цвет чуть-чуть, да, вот зеленый чайник. Вот он как будто, знаете, цвет, этот сервиз как будто цвет, ну, зеленки, да, вот, ну, золотом идет. Вот, смотрите. Видите, да, какая красота. Тут же к ним можно это подобрать. Здесь же к ним вилки подбираете. Мисхан, Уча, вниз в коридоре ящик стоит с посудой, такой стеклянный, а я? В общем, вот такой шикарный, такие кастрюли шикарные вообще, девочки. Смотрите, очень-очень красиво. Очень такой набор, прям, знаете, идеальный. Один, два. Все правильно, да. Зеленый цвет, видите он? Саязин хлешма. И чайник. Расставляла не я, уже вижу, что не так, как мне надо. Но сейчас просто, чтобы вы видели такой цвет, зеленый прям. Такой, знаете, не как обычно зеленые цвета бывают. Сейчас я вот поправлю здесь. Друзья, ну и вот, пожалуйста, обзор на кастрюльки. Вот такая вот красота. Мантоварка идет отдельно у нас. Кастрюли у нас именно вот эти, зеленый, синий цвет. И вот такие вот красные есть кастрюли. Но они в том доме. Это потом у них обзор. Точно такое качество. Я очень извиняюсь. Вот эти кастрюли, вот эти вот синие и такие вот такого же цвета вот точно красные есть. Они стоят 9000. Все остальные 8500. Допустим, вот эти вот кастрюли, они стоят 8500. Это тоже качество, просто они как бы давно на рынке. Эти вот, они другого, они чуть-чуть лучше качество у них. Вот смотрите, вот такая вот, это самая. Видите, как красиво? Посмотрите.
Ручки не нагреваются, девочки, не нагреваются. И здесь ручки тоже не нагреваются. Один в один розовых я не видела. Ножи есть красные. Красные ножи, вот красный этот. Потом для коврика, ой, для раскатки теста. Очень удобная вещь. Вообще не устаешь, когда этой каталкой пользуешься. Идеальная вещь. Этот хорошо прилипает к клеенке. И за счет этого, ну, хорошо держится, скажем так. Ложечки, все красное. Такого же цвета есть кастрюли. Не забывайте. И вот кастрюльки, пожалуйста. Вот такая вот красота, девочки. Вот. Ручки, посмотрите. Очень-очень удобные ручки. Посмотрите, какие они удобные, красивые. Вот такая вот кастрюля. Такие вот у них такое качество, знаете, прям очень хорошее. Прям супер-супер-супер класс, девчонки. Прям супер-супер класс. Просто шикардосные кастрюльки. И цена, реально говорю вам, цены смешные, потому что они идут сейчас, ну, дорогие они, потому что новинка вышла, новинка же всегда. Вот. Мантоварку можно использовать, нижний слой тоже, как это снимаешь, когда, как кастрюльку можно использовать. В общем, вот такая вот красота, девочки. Вот такая вот красота. Очень красивый ящик с ручками, не забывайте. И вот такие вот красивые кастрюли. Ой, друзья, посмотрите, что у нас творится. Посмотрите, это еще далеко не все. Еще посылки собирать нужно. А там тоже. Это все. Мы вообще сегодня спали. Мы еще даже, мы 100% одну часть даже не показали. А это все потом нужно сложить. Чайники еще, в общем, еще очень-очень, еще скатерти сколько показывает. Это все потом нужно на место. Все буквально. Да, конечно, мы это делаем для себя, естественно. Но не нужно говорить, как будто нам это с неба падает. Мы пашем, как лошади, понимаете? Нам это не с неба падает, поверьте, мои хорошие. Хорошая очень вещь, девочки. Такая кастрюля большая, посмотрите. Made in Turkey, Турция. Шикарное качество. Шикарное. Опа. Америка, Европа. Все, Анжела, убираем это. Достаем другие. Сейчас у нас будут фиолетовые. Фиолетовая кастрюля. Мантоварка его фиолетовая. Что охолеешь? Моим фиолетовый мантоварк. Сейчас посмотрим. Ну вот так. Вот так, клади сюда прям уже. У меня съемочка идет. Угу. Также можно вот так вот все подобрать, девочки. Все один в один. Ну, не всегда удается, но подогнать очень даже классно. На кухне. Мне кажется, это все будет смотреться на белой кухне классно. Где и панель светлая, и кухня светлая. Вот этот синий цвет. Синий цвет какой ты сказал? Он что придает? Или что он делает? Ты как-то... Способствует, мне кажется, работоспособности. Угу. Может, я ошибаюсь. Ну, синий цвет такой, он поднимает настроение, мне кажется. Да? Ну, пусть будет. Мы не против. Пусть поднимает нам настроение. Ой, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты.